Первый снова на маршруте. Легендарный ЗИУ-5 вышел в свой очередной рейс в честь 59-й годовщины запуска троллейбусного движения в Чебоксарах. Каково это быть советским пассажиром, расскажет мой коллега Дмитрий Ковалев. Этого троллейбуса не увидишь на табло остановок, но его ждут многие горожане. ЗИУ-5 с бортовым номером 001 – настоящий портал в советское прошлое. ЗИУ-5 называли главным троллейбусом 60-х. Машину выпускали на протяжении 13 лет на заводе имени Урицкого. Почетный работник Чувашского транспортного управления Владимир Спиридонов тоже долгое время управлял этой моделью. Он уже почти полвека перевозит пассажиров. Скоро мне 50 лет будет в следующем году, в январе. Я работаю довольно, поэтому работаю до сих пор. Потому что у нас это ответственная работа, троллейбусов. В первую очередь надо обеспечить безопасность, регулярно, культурно обслуживать пассажиров. Когда пассажиры довольны, мы очень рады. Без регулятора зеркал, гидроусилителя руля, кондиционера ЗИУ-5 уступает по оснащенности современным моделям, но управлять ретро-машиной для водителя со стажем – романтика и ностальгия. А тут романтика, да, потому что я начал работать на таких. Я почему-то, мне нравится тоже. Это мой кормилец, я так думаю. ЗИУ-5 в городе заметная машина. Мало кто проезжает мимо, не просигналив. Меня замучили с этими уже. Постоянно сигналь показывает два. И проще все фотографироваться, на конечном. Целый оборотный рез делает. Вот этот народ, этот пассажиры, да. Я когда на обед заезжаю, целый час ждут, чтобы со мной проехать обратно. Сейчас ретро-машина перевозит пассажиров только по особенным праздничным датам. 7 ноября – одна из таких. Ровно 59 лет назад было образовано троллейбусное управление в Чебоксарах. Очень интересно. Молодость вспомнили. Спасибо. Реально все было как? Да, реально было, да. 5 копеек стоило. И все билеты брали. Сразу. Прям, знаете, такие улыбки, такие вот у людей. Вообще восхитительно. Очень классная идея, что придумали такое. Мне хочется друзьям показать, родственникам показать. Очень классно. Списанный троллейбус долгие годы простаивал в депо. Машину восстановили мастера в салоне ЗИУ-5. Все как было полвека назад. Салон ретро-троллейбуса вы создали в духе того времени. Вот, к примеру, призывы к пассажирам. Отсутствие разменной монеты не дает права на бесплатный проезд. В салоне можно увидеть компостеры и те самые мягкие диванчики. Так что Аксакал среди троллейбусов еще готов дать фору современным моделям. Дмитрий Ковалев и Николай Скворцов. Национальное телевидение Чувашии.